Всем привет! Снова с вами Дмитрий Аргунов. И хотел бы причесочку поправить, да? Более-менее нормально. Для мастерской сойдет. Снова программа «Мы вам покажем». И я бы сегодня хотел поговорить об организации рабочего места. В рамках реконструкции моей небольшой мастерской я приделал, вернее, отмодернизировал старый верстак, приделал к нему множество ящиков, в которых весь ручной хлам помещается, но те или иные инструменты, они всегда нужны под рукой. К примеру, такой вот импровизированный стаканчик, который надо было бы вот так повесить, да, и так далее. Для этого я организовал, наверное, многие, кто смотрит YouTube и так далее, они видели неоднократно, что западные, не только ютуберы, хвалят так называемый френч клет или французскую планку. В чем секрет французской планки? Это значит, к стене приделываются планки, пропиленные под углом 45 градусов, а к ним держатели, к которым также приделываются небольшие кусочки фанеры или чего-нибудь, пропиленные также под углом 45. И абсолютно, скажем так, свободой передвижения, то есть я могу взять вот этот держатель батареи, придвинуть его сюда или сюда, как угодно. И сегодня мы будем говорить о тех вещах, которые всегда нужны под рукой, и организовывать мы их будем при помощи закона физики или магнитов. Есть у меня небольшие держатели для ножей, которые продаются в хозяйственных магазинах, к примеру, вот такого плана, да? И если мы возьмем линейку, и она замечательно прилипает. То же самое, допустим, если взять штангенциркуль, да? Вы поняли. То есть я буду сегодня при помощи вот этих магнитных держателей организовывать свой, скажем так, нехитрый измерительный инструмент. Так вот так и так далее. Да? Для этого просто нам нужно прикрутить магнит, чтобы его можно было передвигать в каком угодно направлении. Магнит есть. Есть у нас также замечательные неодимовые магнитики, да, это маленькие магнитики, которых очень трудно оторвать. И они между собой таким пластиком проклеены, и их можно прикрутить опять же к любой поверхности. Что нам нужно? Нам, естественно, нужно нарезать планочки, держатели вот такого вот плана, и их мы нарежем из остатков бросовой ламинированной фанеры толщиной 18 миллиметров. И весь этот процесс, естественно, мы попробуем, скажем так, зафиксировать на видео и выложить к вашему удовольствию или не очень. Хороший пульт, кстати, тоже нужен будет куда-нибудь подвесить. К вашему удовольствию или не удовольствию мы просто зафиксируем все вот эти моменты. Рубаночек вот такой вот. Ну, куча всего, что можно приделать на стену. Мы для этого перейдем в другую половину нашей мастерской и нарежем наши планочки. Самое, наверное, сложное в нашей сегодняшней задаче — это напилить из остатков фанеры планочки под углом 45 градусов. Прежде всего, сложное в том плане, что пила, наклоненная на 45 градусов, она непредсказуемо себя ведет, и в этом отношении нужно быть очень и очень аккуратными. Но определенные, скажем так, усилия, определенная аккуратность, терпение, они дадут обязательно свои плоды, и все у нас получается. У нас получается планка высотой 7 сантиметров, одна сторона, которая спилена под углом 45 градусов. Это будет фиксатор для нашей французской планки. Итак, самое опасное у нас позади. Мы напилили вот такие планки. Вы можете посмотреть, что внешний вид, скажем так, он абсолютно не кричит, потому что будет все скрыто. И остается из этих планочек напилить держатели. Но мы берем, скажем так, произвольную
длину, скажем так, 40 миллиметров. 40 миллиметров отмерили и делаем упор, потому что нам придется этих штучек сделать достаточно много. Упор очень примитивный. Мы еще одну фанерную планочку просто прикручиваем к упору нашей каретки. И каждый раз будем так подкладывать и напиливать ровные кусочки. Включаем наш стружка-отсос. И давайте все-таки мы будем, ну, чтобы упор был полноценный, с этого края. Поехали. Абсолютно не лишним было, потому что, ну, последний кусочек может прилететь нам в лобешник, грубо говоря, да? И мы получили количественно 9 держателей. Более чем достаточно. Мы из них используем 8 попарно. И целых 8 единиц нашей, скажем так, наших держателей будет сделано именно вот из такого маленького кусочка фанеры. Идем дальше. Опять же идем дальше, и мы берем теперь 9-миллиметровую фанеру, кусочек. Их обрезков у меня море. Берем подходящую, отмеряем по длине 35 сантиметров. Это как раз у нас длина нашей магнитной полоски. Да? И отпиливаем 2, потому что держателей у нас 2. Две абсолютно идентичные полоски 9-миллиметровой фанеры. Остается нам собрать все это дело на наши держатели. Перемещаемся к нашей панели. Еще один очень интересный момент, если мы используем планочки, их же жалко выбрасывать, да? Двух партий, скажем так. Первую партию, вот когда я делал вот эти вот вещи, я нарезал вот такого типа размера, а эти более экономно, да? Мы смотрим, сопоставляем и видим, что, во-первых, они по ширине, это ничего страшного, что они по ширине отличаются, они же скрыты за планками, поэтому их какого угодно размера по ширине можно сделать. А самое главное, нужно учитывать, вот, чтобы совпало вот этот отрезанный профиль, а здесь у нас получается перепад такой, ступенечка, да, 2 мм, если видно. И вот этот момент нужно будет учитывать, когда мы будем крепить наши планочки. Давайте мы для начала прикрепим именно вот этот опасный момент с учетом того, что они отличаются немножко по высоте. Планочка из фанеры толщиной 9 мм, сюда отлично уместится наш магнитный, соответственно, держатель. Да? И крепить планочки мы будем при помощи клея и
пневмозамечательного нейлера, который мы зарядили гвоздики толщиной, длиной, вернее, 20 миллиметров. Этого более чем достаточно для того, чтобы просто зафиксировать наши держатели. Для того, чтобы я последний раз использовал пневмопистолет, неделю назад, для того, чтобы не возникало ничего, берем масло для обязательном порядке, масло для пневмоинструмента, и из масленки немножко капаем штуцер отверстие, то бишь пневмоинструмента. Это обязательно, потому что износ деталей будет происходить гораздо меньше. Этот момент мы берем, которая из них короче. Она короче буквально на миллиметр. И этот, значит, соответственно, мы на 2 миллиметра ниже верхнего края. Мы берем клей. Клей я использую, я всегда говорил, желательно Titebond или клейберит. Очень хорошие американские, соответственно, немецкие клеи. Разница в том, что у Titebond время, жизненный цикл, скажем так, немножко дольше. То есть именно у зеленого третьего Titebond. Почему это важно? Это в первую очередь для того, чтобы можно было поправить и так далее, когда склеиваются детали. Просто берем клей, можно распределить его равномерно более-менее. Здесь, скажем, клей, он присутствует просто для упрощения соединения. Естественно, мы все это дело потом саморезами еще раз дофиксируем. И высоту, самое главное, вот эту вот ступенечку мы обязательно учитываем. Подкладываем с этой стороны еще одну нашу ответную планочку. Зафиксировали таким моментом и просто простреливаем парой гвоздей. Это нужно для того, чтобы наша заготовка никуда не съезжала. Еще раз, клей достаточно скользкий. А эту планку мы вровень, поскольку она будет, она и так выровнена. Унификация аккумуляторного оборудования – это, други мои, очень хорошая вещь. То есть здесь есть батарейка, которая стояла на фрезере. Смотрим, заряжена. Мы просто берем фрезер в сторону, а эту батареечку мы на другой инструмент, куда мы у нас зенкер сверло. Красиво, да? Согласен тоже, что красиво. И по центру достаточно красиво, равномерно размечаем отверстие. Возьмем 20 самореза, которых у нас предостаточно, и просто притянем, дофиксируем наши планочки. В каком-то блоге я слышал, что гоните прочь мастера, если который не рассверливает отверстие под саморезы. На самом деле это, наверное, справедливое замечание, потому что рассверловка, она не допускает сколы и трещины. Особенно с учетом того, что мы привинчиваем при помощи ударного шуруповерта. Да? Все, у нас планочка готова, она может быть повешена абсолютно в любом месте на стену. И нам остается разметить место, где планочка будет, вернее, где будет крепиться магнит. К слову о магнитах, очень удобная вещь, такое вот блюдечко не блюдечко, тарелочка не тарелочка, куда можно пихать все саморезы, какие-то мелкие детали, которые можно крепить тоже на любой железной поверхности. Да?
Ну, к примеру, вот так вот, да? Очень удобно, рекомендую, кстати. Вообще магниты в мастерской – это вещь очень и очень полезная. Все, замечательным образом вот эта магнитная полоска у нас приклеилась, и сюда уже можно вешать какие-либо металлические предметы. Мы, как мы уже говорили, будем его использовать для того, чтобы организовать наш измерительный инструмент. Достаточно плотно делают соединение магнитное. Еще один штангенциркуль, менее точно, скажем так, но более хардкорный у нас присутствует. Можно повесить вот таким вот образом. Ну все, замечательный вот органайзер для измерительных инструментов у нас присутствует. То же самое сейчас мы проделаем для второй нашей планки, которую тоже приготовили. Возьмем две такие же части, проклеим пистолетом, стрельнем и все прочее, и на нее накрутим вторую планку. Без фанатизма. И следующий держатель у нас готов. Мы к нему, возможно, будем крепить следующий инструмент. Типа там вот так, примерно. Для нашего держателя, для пневмопистолета нам понадобится еще такая вот дощечка, которую мы предварительно обрисовали. Вот здесь вот такой. Видите, да? И с этой стороны вот такой вот. Для чего это нужно, потом покажу. И мы его делим напополам. На выходе мы получили две такие штучки. Нам еще понадобятся шкантики. Сначала мы сделаем отверстие достаточно глубокое вот здесь вот. Произвольно на самом деле. Лишь бы соблюсти, скажем так, углы. Один есть. Вот так. Приложим наши фиксаторы к их местам. Приложив, слегка надавливаем.
И мы получаем, видите, вот маленькие дырочки, в которых мы вставим конец нашего сверла. Если кто-то скажет, что ой, как много всего нужно для того, чтобы сделать простую приспособу, я скажу, дорогие друзья, на самом деле много всего не нужно. Можно обойтись минимальным набором инструментов, там, вместо ленточной пилы, скажем, лобзик и так далее. Но просто вот эти вещи я для удобства, скажем так, использую, просто привык использовать. Вот такой вот держатель, и остается для уверенности на саморезе. Наш нейлер занимает свое место, положенное ему. И таким же образом, еще раз говорю, можно сделать кучу всего. У нас еще куча вот ответных планочек остается для следующих, скажем так, держателей, фиксаторов и прочего. Но это не все, что касается рабочего места. Каждый раз после использования тех или иных инструментов просто нужно все приводить в свое искомое состояние. Вот кондуктор я использовал, упорядочиваю здесь фрезы, сам кондуктор, проверяю комплектность и отправляю на полку. То же самое с другими режущими и прочими инструментами, да? И у вас будет на рабочем месте относительный порядок. Ну и, конечно, каждый раз после того, как использовал верстак и так далее, приборка, это, конечно, дело элементарное. Вот такие мои выкладки по организации рабочего места. Еще раз, куча ящиков, прежде всего, да, где можно сложить там сверлильный, режущий инструмент, там, шлифовальный, какие-то приспособления для фрезера, ключи. Чем больше ящиков, тем лучше. Подстолье еще. Вот здесь под ящиками я храню различные полустационарные инструменты. И некоторые станки и вещи я делаю на колесиках для того, чтобы можно было откатить, прикатить, укатить. Дело в том, что гараж, он еще и первоначальную свою функцию выполняет. То есть в случае чего сюда может поместиться легковой автомобиль. Так что планируйте рабочее место, предлагайте усилия для того, чтобы все у вас было под рукой, было организовано, было в порядке, в чистоте, самое главное. И увидимся в следующих выпусках программы. Мы вам покажем. Да? То есть сегодня мы поговорили о магнитных и прочих держателях. В следующий раз, возможно, мы поговорим о том, как обеспечить чистоту, то есть о фильтрации воздуха и о отводе стружки, пыли с рабочего места. Увидимся. С вами был Дмитрий Аргунов. Программа «Мы вам покажем».